sākuma ievadā Вначале, в предисловии, Dieva vārds liek dzīties pēc gara dāvanām. хочу сказать, что Господь и Слово Божье, оно побуждает нас хотеть или гнаться за духовными дарами. Pirmā vēstule korintiešiem 12:31. 1 Коринфянам 13:31. 12:31. 12:31. Kā lai es tev uzticos, ka tu jau sākumā sāc jau... Как я могу тебе доверить, что ты уже неправильно вначале переводишь? Viņš savu runu grib runāt. Он хочет свою проповедь говорить. Я по-русски понимаю, молодой человек. Es Все нормально. krieviski saprotu, jaunais cilvēks. Да, и Пушкина учил, и Лермонтова заставляли читать. Un Puškinu esmu lasījis, un Lermontovu esmu mācījies. Все, в школу ходил. Taču biju skolā. 1 korintiešiem 12:31. 1 Коринфянам 12:31. Būs daudz rakstu vietas, Будет много мест Писаний. bet savādāk nav jēga mācīties Dievu vārdu. Но знаете, иным способом мы не можем учить Слово Божье. Kāda jēga ticēt kaut kam, kam tic mācītājs, ja tas nav Bībelē rakstīts? Смысл верить в что-то, что верит пастырь, если это не написано в Библии? Vai ticat tam, kas rakstīts Bībelē? Мы же можем верить только в то, что написано в Библии. Jo tas ir patiesa Dieva vārds. Потому что это истинное Слово Божье. Аминь. Dieva vārds ir tik spēcīgs, И Слово Божье такое сильное, ka Bībele pat liek pārbaudīt pravietojumus. что Библия даже нас заставляет проверять пророчество. Korintiešiem tā arī rakstīts. И Коринфянам так и написано. 1, 2, 3 pravieto, 1, 2, 3 там пророчествуют, pārējie apspriež. а остальные обсуждают это или анализируют. Amen. Ir Amen. jāizvērtē. Надо нам jāizvērtē. анализировать, как что было. Bet skaties, kas šeit Но rakstīts смотри, par что здесь написано. Dievu vārdām. Bet zenieties pēc vislielākajām dāvanām. Здесь написано, но стремитесь иметь более важные дары. Zenieties burtiski, lai jums būtu lielāks dāvans. Стремитесь буквально, чтобы иметь больше, более важные дары. Un skatieties, te nav rakstīts, lai jums būtu dāvana. И здесь, смотрите, написано, чтобы у вас был какой-то дар. Jo, kad jums ir dzimšanas diena, Потому что когда у тебя день рождения, tu vienmēr sagaidi vienu dāvanu, vai ты ne? всегда ожидаешь один подарок. Да? Tāpēc tu uzaicini tikai vienu ciemiņu. Поэтому ты ждешь одного гостя, да? Parasti jūs aicināt daudz ciemiņus, Но часто мы же как бы многих приглашаем. pat tos, kurus negribat redzēt, Даже тех, кого вы не хотите видеть, возможно. jo cerat, ka viņi atnāks ar dāvanām, Потому что vai верим, ne? что они придут с подарками, правда? Godīgie saka, jā, pārējiem. Честно говорят, да, а другие, ну, да. Nu labi, es pārspīlēju drusku. Ладно, я немножко преувеличиваю, Bet, но ja tev patīk saņemt laicīgās dāvanas, Но если тебе нравится получать эти временные подарки, дары, tad vēl jau vairāk, ja Dievs ir pavēlējis dzīties pēc dāvanām, daudzskaitlību. то тем более, когда Бог, Он заповедал нам или сказал стремиться о дарах, за дарами. Tas nozīmē, ka tu kalpo Dievam, Это означает, что ты служишь Богу, dzenies pēc dāvanām, ты стремишься за этими дарами, Dievs tavā dzīvē dod garu dāvanu, Бог дает тебе свой дар Духа, un tu turpini dzīties pēc garu и dāvanām. ты все равно в этом всем продолжаешь стремиться за этими дарами. Amen? Аминь. Jo, ja ir daudzskaitlī, Потому что если есть в множественном числе, tad tavā dzīvē var darboties vairākas dāvanas. то значит в твоей жизни могут работать уже множество даров. Amen? Аминь. Var darboties vairākas dāvanas. Могут Amen. работать многие дары. Аминь. Tā tas te ir. Tā Вот tas так te это ir. есть. Ja jūs, piemēram, lasīsiet par apstulu Pāvilu, Если, например, вы будете читать о апостоле Павле, tad Antioķijas draudzē ir tāds saraksts ar kalpotājiem. то в церкви в Антиохии там был такой список всех служителей. No sākuma viņi saka tie un tie un tie, Сначала он говорит, вот те, вот те, вот те. un viņš nosauc par skolotājiem un praviešiem. И он назвал их учителями и пророками. Amen? Аминь. Divas lietas. Две вещи. Divas lietas, ko svētais gars darījis ir. И это то, что две вещи, которые Дух Святой делал. Un tad, kad svētais gars runā uz viņiem, И когда Дух Святой говорил к ним, tad skolotāji un pravieši тогда эти учителя и пророки, uzliek rokas Pāvilam они возложили руки на Павла, un izsūta viņu kalpošanā. и они как бы его посылают на служение. Apostelo izsūta kalpošanā. То есть слово апостелу значит послать, выслать. Viņš aiziet apostuliskā kalpošanā, Он уходит в это апостольское служение. par ko jau bija agrāk pravietots par viņu. И потому что об этом ему уже были пророчества. Man sanāk kopā 3. Теперь у меня получается 3. Skolotājs pravietis aiziet kā apostulis. И вот здесь получается, что пророк и учитель, они уходят как Kā апостол. apostoli. Amen.
Аминь. Man matemātikā bija trīnieks ar špikošanu. Ir 3 kopā, vai es У kļūdos? меня 3 было по математике со всеми шпаргалками. Но здесь получается 3, правда? Ja? Skolotājs, pravietis, apustulis, ja? Получается Amen. учитель, пророк Amen. и апостол. 3. Tāpēc zenieties pēc gardāvanām. Поэтому стремитесь за духовными дарами. Vēl viena lieta, ko gribu brīdināt. Еще одна вещь, о которой хочу вас предупредить. Daži cilvēki, kad viņu dzīvē parādās gardāvanas, Некоторые люди, когда у них появляются духовные дары, viņi atrod postamentu, они находят на чем памятник стоит, знаешь? пьедестал. Пьедестал! Они находят пьедестал. Nestāv tik tuvu man. Не стой так близко ко мне. Amen. Аминь. Bībelē ir rakstīts savādāk. Нет, в Библии написано по-другому. Bībelē ir rakstīts savādāk. В Библии написано по-другому. Gara dāvanas nav tavam statusam un stāvoklim. Что духовные дары, они как бы преследуют или идут вместе. Не для статуса. Не для статуса. Господи, помоги ему. Без palīdzību. Gara dāvanas nav tavam statusam. Что духовные дары это не для того, чтобы поднять твой статус. Tas nav tāpēc, lai visi draudz no tevis baidītos Это не для того, чтобы вся церковь сейчас тебя боялась un klanītos tavā и priekšā. кланялись бы тебе. Draudzei ir jāatzīst, ka cilvēkam ir dāvanas. Церковь должна признать, что у человека есть какой-то дар. Bet cilvēks, kuram ir dāvana, Но человек, у которого есть этот дар внутри, viņš nevar pacelties pāri par citiem. он не может превознестись над другими. Jēzus teica, kurš grib būt pirmais, Иисус говорит, кто хочет быть первый, lai visiem kalpo, lai ir пусть он pēdējais. будет последним, пусть он будет слугой всем. Amen. Аминь. Amen. Skaties, dāvanas ir dotas, lai celtu draudzi. Смотри, дары даны, чтобы поднимать, Аллилуйя. созидать церковь. Amen. Аминь. Аминь. Amen. Turpat 12.7. 1. korintiešiem 12.7. Там же в 7 стихе, в этой же главе, 12.7. 1. 12:7. korintiešiem 12.7. 1 Коринфянам, Bet ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. написано, в каждом человеке дух проявляется на благо общему делу. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Tavs uzdevums ir būt par svētību. Твоя задача быть благословением. Tur nav rakstīts, tev dodas gara dāvans, lai tu būtu priekšnieks. Там не сказано, что тебе дан дар духа, чтобы ты сейчас был начальником каким-то. Tie, kas lasa Bībeli, jūs zināt, ka Bībelē arī rakstīts, kam priekšnieka amats. И в Библии, те, кто читает ее, вы знаете, что есть такой как бы начальствующий. Amen. Tas, lai to dara rūpīgi, tā А те, rakstīts. кто написано, те, кто начальствует, пусть он делает это усердно. Tāpēc mēs atzīstam, ir priekšnieki. Мы знаем, что есть начальствующий, и это хорошо. Un Bībele saka, ka tie, kas kalpo ar vārdu, ir divkārši goda cienīgi. А Библия говорит, что те, кто служат словом, они вдвойне в почете. Bet mēs nemeklējam godu sev. Но мы не ищем почести себе. Mums ir jākalpo cilvēkiem. Мы должны служить людям. Tāpēc 1. Pētera 4.10 ir Поэтому rakstīts. 1 Петра 4.10 написано. 1. Pētera vēstule 4.10 ir rakstīts, kādu katrs dāvanu saņēmis. Es tūlīt, 1 Петра ka es 4.10. nesajaucu. Es Там tik daudz написано. rakstu vietas meklēju, ka es sajaukšu. 1. Pētera, ты нашел, ты читай, я пока открою. Служите друг другу тем даром, какой каждый получил, верно распоряжаясь различными дарами благодати Божьей. Amen. Kādu Amen. katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet citam, kā labi, dažādi Dieva veidi žēlstības namturi. Amen. Аминь. Церковь. Kad tu meklē dāvanas, Когда ты ищешь этот дар, tev ir jāmeklē ar skaidru saprašanu, ты должен искать его вот четким пониманием, ka tu vēlies kalpot citiem что cilvēkiem. ты хочешь этим служить другим людям. Ja, piemēram, Dievs tev dod pravietošanu, Если, например, Бог дает тебе дар пророчества, tas nav tāpēc, lai tev būtu ietekme viņu dzīvēs. это не для того, чтобы ты имел влияние в их жизни. O, jā, ietekme būs, О, да, влияние будет. bet tas nav iemesls, lai meklētu šo dāvanu. Но это не первая причина того, чтобы ты искал этот дар. Iemesls dāvanai ir, lai viņš būtu celts. Первая причина этому дару, чтобы созидать или поднимать человека. Un ja pat pēc pravietojuma viņš aizmirst, kurš viņam pravietoja, И даже если после своего пророчества он забудет, кто ему это говорил, tam nav nekādas nozīmes. нету разницы. Jo nevis pravietis maina dzīvi, bet Dieva vārds. Потому что не пророк меняет жизнь, а именно Слово Божье.
Bībelē nav rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra pravieša, kas staigā draudzē. В Библии не сказано, что человек живет не хлебом одним, но каждым пророком, который идет в церковь. Нет, так Bet не сказано. Bībelē rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Но написано, что человек живет не только хлебом, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Cik daudz ir paredzērušies, tāpēc vien, ka jums mājās ir krūze? Padzērušies. Pārdzērušies, es ceru, te nav neviens. Пьяницы Царствия Божие не унаследуют, вы что, ребята? Padzēries tāpēc vien, ka tev mājās ir krūze. Ты же не просто как бы попил из-за того, что у тебя есть кружка дома, да? Tev viņā vajag ūdeni. Тебе же надо там просто иметь воду налить внутрь. Amen. Аминь. Tai krūzei ir jēga, kad viņā ir ūdens. Есть смысл в кружке тогда, когда там внутри есть вода. Amen. Аминь. Un ja krūze nebūs, А если не будет кружки, tu paliksi galvu zem krāna. ты можешь попить под краном. Jūs tas būtu. Nu, извините, nu, простите, nu, es tā Ну, reizēm piedodiet, esmu darījis. даже если дарю. Mājās vairs nesieva. Man Дома krūze. нет, все нормально, у меня жена есть кружка. Amen. Аминь. Tu paliec galvu zem krāna. Ты просто под кран поставил голову. Un ja nu jūs būsiet pilnīgi izslāpuši, Но если вы вообще уже в жажде, tad jūs vai nu mūsā vai mēmelē padzersieties. то вы Ne? можете в мусу или в мемелы окунуться, попить, да? Amen. Амен. Bet pravietis ir tikai krūze. Но пророк это как кружка. Amen. Amen. Tāpat arī citas dāvanas. Также и другие эти дары. Viņas ir par svētību tiem, kas saņem. Они являются благословением для тех, кто получает. Es gan atzīšos, viņas ir reizēm arī par svētību tiem, kas dod. И я честно скажу, что это также бывает благословение для тех, кто дает. Tu lūdz Dievu par cilvēku, Ты молишься Богу за человека, un Dievs tev dod vārdu и viņam. Бог дает тебе слово для него. Tu viņam dod to vārdu, Ты ему говоришь это слово, un pats stāv. Wow! и потом думаешь, вау. Pašam gribētos. Я бы сам хотел такое, да? Tāpēc bauda arī pats svētību. Поэтому Amen. часто я сам получаю благословение через это. Ejam pie dāvanām. Идем дальше к дарам. Nu, bet lasīsim 1. korintiešiem 12. nodaļu no sākuma. Давайте почтем 1 Коринфянам, 12 главу, с самого начала. No 4. līdz 7. С lasīšu. 4 до 7. Jo tas ir tā kā ievads, kas padara skaidru, kas tas ir dāvanas. И это как бы показывает нам, что есть дары. Debes Tēvs labs, amen. Благой наш Бог. Amen, amen. 12. nodaļa, 1. korintiešiem 12. 1 nodaļa. Коринфянам, 12 глава. 1. korintiešiem 12. nodaļa. Tu pasties, kur es varu špikot. Да, там есть экран. Paldies. Спасибо. Tagad es uz to kungu skatīšos. Сейчас я буду смотреть на Господа, созерцать Его. Amen. Tēvs, Tev pateicos, Dievs, es svētīju Отец, я Tavu благодарю vārdu, Тебя. kungs. Спасибо. Es lūdzu Dievs, lai Я прошу Тебя, Tava Господь, draudze ir piepildīta ar gara dāvanām, пусть Dievs. Твоя церковь она будет полна дарами Духа. Kungs, un nevis tikai kā Korintā, kad ir dāvanas, И просто пусть не будет, как в Коринфе, когда были просто дары. un cilvēki ir palikuši miesīgi un plēšās savā starpā, И люди стали, они такими плотскими, они начали бороться друг с другом. bet ka patiesībā arī ir mīlestība, Dievs, Но чтобы там была и любовь. gara auglis, Dievs, И пусть это будет как плод Духа. lai locekļi viens par otru saticīgi gādā, Чтобы эти члены тела, они могли бы заботиться друг другу. patiešām viens par otru gādā, Dievs. Чтобы они могли друг о друга заботиться. Tēvs, es zinu, ka Tu cel Bauskas draudzi. Я знаю, Господь, что Ты созидаешь эту церковь в Bausке. Halleluja, Tēvs, Tev pateicos, Аллилуйя, Dievs. Господь, спасибо Тебе. Halleluja, debes Tēvs, Dievs, ja es svētīs Tavs vārds. Аллилуйя, пусть будет имя Твое благословенно. Halleluja, debes Tēvs, Dievs. Аллилуйя. Halleluja, Tēvs. Ir cilvēki, kuri gribētu, lai viņus pamana. Есть люди, которые хотят, чтобы их заметили. Man tev ir vārds, pavisam vienkārši. И мне для тебя еще слово, очень простое. Dievs tevi ir pamanījis. Бог тебя уже заметил. Dievs tevi ir pamanījis. Бог тебя уже заметил. Un tas nesākās tā, ka cilvēks pamana, un pēc tam es pamanu, saka Dievs. И это не начинается так, что сначала человек тебя видит, потом я тебя вижу. Vienmēr es tevi esmu redzējis pirmais. Всегда я первый тебя уже видел. Tu vēl nebija dzimis, es tevi redzēju. Ты еще не был рожден, я тебя уже видел. Neviena diena vēl nebija zināma, kad es jau tās visas uzrakstīju. Еще не был известен ни один день, как я их всех написал. Tāpēc nesaka, ka tu esi nemanāms, Поэтому не говори, что ты незаметный, jo es tevi esmu pamanījis. потому что я lично тебя заметил. Neviens no tiem, kas tevi neredz, Ни один из тех, кто тебя не видит, nenes sevī dzīvību. он не несет в себе жизнь. Dzīvību, kas dotu dzīvību tev. Жизнь, которая давала бы тебе жизнь. Bet es esmu ceļš, Но я есть путь, patiesība истина un dzīvība. и жизнь.
Es esmu tava dzīvība. Я есть твоя жизнь. Un savā laikā es tev rādīšu, И в свое время покажу тебе, ka es tev esmu redzējis, что я видел тебя, es tev esmu pazinis, я знал тебя, es tevi saucu vārdā, я назвал тебя по un имени, man ir pienākumi. и у меня есть обязанности. Man ir У pienākumi. меня есть Man ir обязанности. У pienākumi, меня есть обязанности, no kuriem tu nedrīkst vairīties. от которых ты не можешь избегать. Bet kamēr tu esi ielīdis salā, Но пока ты в своей пещере, kamēr tu laidi savus brūčus, пока ты сам или как бы облизываешь свои раны, es nevaru tevi dziedināt. я не могу тебя исцелить. Nāc ārā, Выходи, uztici savu dzīvi man, доверь мне свою жизнь, un es tevi dziedināšu, и я исцелю тебя. un es tevi И dziedināšu, я тебя исцелю, jo tu esi pamanīts, потому что ты обнаружен, tu esi redzēts. ты виден. Tavs mātes miesās es tevi izredzēju. Я видел тебя уже и выбрал в чреве матери твоей. Es neesmu atkāpies no sava vārda. Я не отступил от своих слов. Es neatkāpšos no И sava я не vārda. отступлю от своего Un слова. man ir vara, И у меня есть власть. un man ir griba, И у меня есть желание. un es to И piepildīšu. я это исполню, Tā saka tas kungs. говорит Господь. Āmen, Аминь. āmen, Аминь. āmen, Аминь. āmen. Halleluja, Dievs. Аминь. Аллилуйя. Hall- Ejam tālāk. Идем дальше. Ejam tālāk. Wow. Debes Tēvs labs, vai ne? Āmen. Наш благой Небесный Отец. Аминь. Halleluja, Halleluja. Dievs. Halleluja, Dievs. Halleluja, Dievs. Izlasīšu no 4. līdz 7. pantam, Я почитаю с 4 до 7 стих. jo tur ir dažas atziņas, kuras jāzina pirms sāk runāt par dāvanām. Там есть некоторые такие откровения, которые мы должны знать перед Halleluja, Dievs. перечетню. Ir dažādas dāvanas, bet viens pats gars. Ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs. Ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. Bet ik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. 4 по 7 стих. Есть различные дары, но Дух один. Есть разные служения, но Господь один и тот же. Есть разные действия, но все их производит один и тот же Бог во всех нас. В каждом человеке Дух проявляется на благо общему делу. Amen. Аминь. Viens Dievs, viens gars. Один Бог, один Дух. Viņš ir tas, kas dod spējas visiem. Он тот, кто дает способности всем. Un, ja tas nesaskan ar jūsu pārliecību, tad piedodiet, Erlands pēc tam salabos, bet es kaut ko pateikšu vienalga. Если это не входит в ваши стереотипы или ваше понимание, Эдланд потом исправит. Надеюсь, но я все равно это сейчас скажу. Jā. Gara dāvanas, cilvēki koncentrējas uz vārdu dāvana. И когда мы слышим слово «дары Духа», часто человек концентрируется на именно слово «дары». Un ir tāda saprašana, ka, ja tā ir dāvana, viņa man iedod, tas ir mans īpašums. И часто, знаете, есть такое понимание, что если это подарок, мне его подарили, то все, это мое имущество. Но Es esmu kristīts svētajā garā, я крещен в Святом Духе, bet es runāju nevis no savām smadzenēm, bet kā Dieva gars man dod izrunāt. но я говорю не так, как я думаю в своем разуме, но как Дух Святой, Он внутри заставляет меня говорить. Они говорили, как Дух Святой давал вас повещевать. Возвещевать? Возвещевать, да? В Деяниях апостолов, да? Провещевать, да. Viņi runāja to, ko Dieva gars viņiem deva. Они говорили то, что Дух Святой давал им провещевать. Kurš ir instruments, kurš ir runātājs? Кто здесь инструмент и кто говорящий? Svētais gars runā, Дух Святой, Он говорит, un es esmu instruments. а я как инструмент. Tas nav mainījies. И ничего не изменилось с тех пор. Dievs nav nokāpis no troņa, Бог, Он не слез, знаете, с своего трона, lai vienkārši pakļautos tavai gribai. чтобы сейчас подойти под твою волю. Ja tu gribi Dievam pa īstam kalpot, Если ты поистине хочешь служить Богу, gara dāvanas darbojas tāpat kā kristības svētajā garā. то дары Духа, они работают так же само, как крещение Духа Святым. Svētā gara iniciatīva. Это инициатива Духа Святого. Agri es arī vēlos. Агрис, я тоже хочу. Un es Dievam dodu zināt, ka es И vēlos. я Богу говорю, что я хочу. Un es gaidu vārdu no tā И я kunga. ожидаю слова от Него. Bet visas dāvanas, Но все дары, viņas nav mans privāta īpašums. это не моя частная собственность. Tās ir svētā gara izpausmes. Это как бы выражение Духа Святого. Svētā gara
izpausmes. Это как бы выражение Духа Святого, Или проявление. проявление. Amen. Svētā gara. Это Amen. проявление Духа Святого. Viņš ir Аминь. kungs, viņš ir ķēniņš. Он Господь, Он Царь. Viņš jūs mācīs, vadīs visā patiesībā. Он вас будет учить и направлять во всей правде. Saka, Agri, bet es parasti pravietoju vai runāju mēlēs, bet cits dāvans man nav. И ты можешь сказать, ну, Агрис, я иногда там пророчествую и говорю на языками, но других даров у меня нет. Tad jau tā ir mana dāvana. Значит, это мой дар. Tā ir tava, bet tā nav tava. Это твой, но это не твой. Tā ir tava, bet tā nav Это tava. твой, но это не твой. Jo viņš ir kungs. Потому что Он Господь. Tu jau pats sev nepiedari. Потому что ты сам себе не принадлежишь. Tu jau pats sev nepiedari. Ты сам себе не принадлежишь. Un ja tu atnāc pie manis И если ты придешь ко мне un saka, Agri, es tev tūlīt pravietošu. и скажешь, Агрис, я сейчас буду тебе пророчествовать. Man vienalga, ko tu tūlīt tās darīs. Я говорю, да мне все равно, что ты будешь делать сейчас. Jo no taviem vārdiem es nedzīvošu. Потому что я не буду жить от твоих слов. Bet ja tu atnāc pie manis un Dievs tev dod runāt, Но если ты приходишь ко мне и Бог говорит через себя, tad man labāk klausīties. тогда я лучше буду слушать. Un Dievs dod man gudrību paklausīt. И Господь, дай мне мудрость, чтобы я слышал Amen. и повиновался. Аминь. Mūžīgās dzīvības vārdi pieder Jēzum Kristum. Потому что вечные слова принадлежат Иисусу. Amen. Аминь. Viņa vārdi ir gars un dzīvība. Потому что Его слова — это как дух и как жизнь. Amen. Аминь. Tāpēc tad, kad tu kalpo Dievam, Поэтому, когда ты служишь Богу, arī gara dāvanās, даже в дарах Духа, pat pie tām gara dāvanām, kuras ir tavas tavā dzīvē, ko Dievs tev ir devis tavā dzīvē, даже те дары, которые Бог дал тебе в твою жизнь, Viņš ir kungs, Он Господь, viņam ir vara, у Него есть власть. un tu saki, slušajusi, pavienojusi. Un tu saki, я повинуюсь. Да. Jā, Es pakļaujos tev. Amen. Un vēl tu saki, razrežite bēgom. Atļaujiet skrieši. Piedod, Erlan. Nu, tu gan labs, Понимаешь. pazemīgs, lēnprātīgs, piedosi, vai ne? No, вариант. Особенно, если esmu vecāks. Старых людей надо прощать. Уважает надо. Уважать там потом, но прощать сразу надо. Видишь, старик прощай сразу, уже сразу. Mums ir jāpiedod viens otram. Ja? Sirma galva jāgodā. Nu, ļoti sirma. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Nevis es vadu svēto garu, bet svētais gars vada mani. Tā ir jādzīvo. Не я руковожу Духом Святым, но Он мной руководит. Так мы должны жить. Amen. Аминь. Kas notiek? Cilvēks pie gara dāvanām bieži vien tik ļoti jau pierod, И что бывает, что человек так сильно привыкает уже к этим дарам Духа, ka viņš jau tik brīvi plūst, что он уже течет, знаете, в свободе. ka, Очень просто. ka viņam liekas, ka tas ir viņa īpašums. Что уже кажется, что это все принадлежит Ему. Tā ir svētā gara izpausme. Это проявление Святого Духа. Amen. Аминь. Amen. Tāpēc ir Amen. svarīgi. Поэтому Čāpojam очень tālāk. важно. Идем дальше. Slova mudrости, gudrības runa. Pakatīs. Gudrības runa. 12. Слово nodaļa. мудрости. 12 глава. Gudrības runa. Šajā nodaļā В этой главе, Pāvils specifiski neizskaidro, kā tās dāvanas funkcionē. в этой главе Павел специфично как бы не описывает, как каждый дар функционирует в полноте. Tāpēc mums jāskatās Bībelē uz piemēriem. Поэтому в Библии часто мы должны смотреть на разные примеры. Ir gudrība, kas jums ir vajadzīga katru dienu. Есть мудрость, в которой мы нуждаемся каждый день. Svētais gars mums dod savu gudrību, vadību. Святой Дух нам дает мудрость, водительство. Jēkaba vēstulē ir rakstīts gudrība, kas nāk no augšienes. Послание Jākava. Послание Якова сказано, что там мудрость, которая сходит свыше. Mana runa bija tik interesanta, ka pat mācītājs sāk klausīties. Viņš wow! Так интересно было, что пастор задумался, засмотрелся. Viņš saka, wow, Erlands, šitas bija Это было сильно. kā balzāms man uzreiz. Erlands manī klausās. Amen. Amen. Paldies, paldies. Amen. Tā ir gudrība, kas nāk no augšienes, no Dieva. Это мудрость, которая сходит свыше от самого Бога. Viņa ir miermīlīga, Jākaba vēstulē Она rakstīts. мирная, там написано. Amen. Tā ir ikdienišķā gudrība, ar ko tu То есть dzīvo. это повседневная мудрость, с которой мы живем каждый день. Bet par šo gudrību saka tā, Но об этой мудрости говорят так, ka tu nonāc īpašā specifiskā situācijā. что ты приходишь или попадаешь в какую-то особую специфичную ситуацию, Tev tāda apstākļa iespējams pirms tam nav bijuši. у тебя никогда не было таких обстоятельств, в которые ты попал, Un tev ir vajadzīgs risinājums. и тебе нужно какое-то решение. Tev ir vajadzīgs risinājums. Тебе нужно решение. Un tas, ko šeit saka svētais gars, dod īpašu gudrību. И вот что здесь сказано, что Дух Святой, Он дает тебе особую мудрость.
Un tu pēc tam vari teikt, wow! И ты можешь сказать, вау. Tev gribētos teikt, ka tu esi ļoti gudrs, Хотел бы сказать, что ты такой умный, bet Dieva gars tev deva gudrību. но Дух Святой, Он дал тебе эту мудрость. Līdz tam brīdim tu nezināji, kā to risina. До того момента ты очень не понимал, как разрешить эту Un ситуацию. viņš tev dod gudrību. И Он дает тебе свою мудрость. Apostoli darbos 6.10 ir rakstīts. И в Деянии апостолов 6.10 написано, Tur rakstīts par gudrību, kas bija īpaša gudrība, там amen, сказано о особой мудрости, kurai которая была, neviens nevarēja pretoties. которой никто не мог противостоять. Tas nozīmē, ka viņam īpaši izteikti bija gudrība. Там было сказано, что там была особая мудрость у них. Amen, 6.10. Kur man 6.10. Tur Stefans augšām. Ah, ka tu redzēji, man jāsaist. Bet tie nespēja pretoties gudrībai un garam, ar kādu viņš runāja. Tas ir Stefans. Но они ничего не могли противопоставить мудрости и силе духа, с которыми говорил Стефан. Un tad ir apostoli darbos 15. nodaļa. И 15 глава в Деяниях 15. nodaļa no 13 līdz 22. с 13 по 22, Ir pilnīgi jauna situācija. там полностью новая ситуация. Pagāni ir atgriezušies pie Dieva. Язычники пришли к Богу. Un draudzes vadība visi ir jūdi. И представляете, все, кто были во главе церкви, они все иудеи. Visi jūdi. Они были все иудеи. Pie tam arī Jēkabs, Jēzus brālis, И даже Иаков, брат Иисуса, par kuru mēs zinām, ka viņš pieturējās pie jūdu tradīcijām. о котором мы знаем, что он, знаете, совершал вот эти иудейские традиции. Un viņi saka, ko mums darīt? И он думает, что нам сейчас делать? Un Jēkabs ir tas, kurš pieceļās. И Иаков был тем, кто он встал. Un viņš saka, man liekas, И он говорит, мне кажется, nevajag viņus apgrūtināt ar mūsu bauslību. не надо их, знаете, обременять нашими традициями. Lai viņi ievēro to, kas jāievēro, Пусть они делают, пусть они совершают то, что надо. tur nosauc pāris lietas, tur asinis, laulības pārkāpšana, netiklība. Он там назвал какие-то вещи, которые запрещаются. Amen? Аминь. Un tad viņš saka, mums un svētiem garam patīk. И он говорит, что нам это нравится, и Духу Святому это нравится. Amen? Аминь. Dievs viņiem deva gudrību situācijā, kurā viņi nekad iepriekš nebija nonākuši. Бог им дал мудрость сверхъестественную в ситуации, в которой они раньше не находились. Un Jēzus viņiem nekur neteica 4 evaņģēlijos. И об этом Иисус не говорил им в 4 Евангелиях. Kad atnāks pagāni, dariet tā un tā. Когда придут к вам язычники покаются, то сделайте вот так и вот так. Viņi zināja, ka pagāniem jānāk. Они знали, что язычники придут ко Христу. Jēzus par to runāja, un tas ir vecā darbā rakstīts. Иисус об этом говорил, и в Ветхом Завете об этом написано. Bet viņi šajā situācijā nav bijuši. Но они не были в такой ситуации. Svētais gars viņiem deva gudrību. Дух Святой дал им свою мудрость. Amen. Svētais Amen. gars viņiem deva gudrību. Дух Святой дал им свою мудрость. Runa tas nozīmē, ka tu to dari zināmu, tu to pasaki, tu to pasludini. И вот говорение, это значит, что мы воспроизводим это. Мы всем делаем это ясным и видимым. Jā, mēs pasludinām to gudrību, ko Dievs ir devis. Мы провозглашаем ту мудрость, которую Бог нам дает. Tad nākamais ir atziņas vārds. Следующее слово знание. Atziņas vārds. Слово знание. Atziņas vārds. Слово знание. Atziņas vārdu bieži vien saist arī ar pravietošanu un atklāsmēm. И слово знание, знаете, часто его, как бы говорить, соединяют с пророчеством и с разными откровениями. Atziņas vārds, tas nozīmē, ka viņš tiek pasludināts. То есть слово знание, это значит, что его провозглашают. Un tev runājot, Dievs dod zināt lietas, kuras tu nekā savādāk nevar zināt. И при том, когда ты начинаешь говорить, Бог тебе дает знания о вещах, которые ты раньше не мог никак узнать. Par cilvēkiem, par situācijām. О людях, о каких-то ситуациях. Tu nevarēji nekā zināt. Ты никак это не мог знать. Tu varbūt to cilvēku redzi pirmo reizi. Возможно, этого человека видишь впервые. Bum, un tu skaidri zini. Бум! И ты ясно знаешь. Skaidri zini, Ты ko Dievs просто tev ясно liek знаешь, zināt. что Бог Amen. хочет сказать. Tās ir atziņas vārds. И это вот слово знание. Latviešiem saka atziņas vārds, burtiskais vārds ir zināšanas, man būtu jāsaka. Zināšanas vārds. И в латышском языке это как бы слово знание, да. Ну, на русском Jā, такие, nu, да. krieviski viss labi, smuki. Un angliski arī knowledge, zināšanas. Это то есть знание, да, как бы знание, как мудрость или... Не мудрость, а просто знание. Просто знаем. Да. Anānija un Safīra, apustuļu darba 5. nodaļa. Анания и Сафира. Apustuļu darba 5. nodaļa. Это в Деянии 5 глава. Anānija un Safīra pārdevuši savu zemi tīrumu. Там была ситуация, что они продали свой участок земли. Viņi atnāk un saka, Они приходят и говорят, ka tas ir viss. что это вот вся сумма. Viss. Вот, Viņi это всё. nolikuši viss. Они поставили определенную сумму.
Nekur nav rakstīts, ka Pēteris bija viņu real estate agent, kā tas ir nekustamo īpašumu aģents. Nekur Там nav нигде не rakstīts. написано, что Петр был, знаете, их агентом по недвижимости. Viņi pārdeva, viņi saņēma naudu, viss kārtībā. Они продали свой участок, они получили деньги, все хорошо. Pēters saka, Петр им говорит, kādēļ jums vēlns ielicis sirdī melot svētiem garam? он говорит им, почему дьявол вложил вам в сердце соврать Духу Святому? Tas bija jūsu, tas jūs varēja palikt. Это же было ваше, это ваше могло и быть. Jo Bībele saka, ka viņš ar sievu bija vienojies daļu paturēt. Потому что в Библии сказано, что они с женой согласились часть удержать себе. Amen? Аминь. Viņi drīkstēja paturēt visu. Да они могли все взять. Bet ja baznīcā visi redz, ka tu esi ziedotājs. Но если в церкви все видят, что ты там много жертвуешь, Amen? аминь. Amen? Baznīcā ziedošanu vajadzētu mainīt. И в церкви вообще приношение надо вообще изменить. Obligāti mainīt. Вот обязательно изменить. Caurspīdīgā traukā, Что надо, знаете, такой прозрачный сделать сосуд, pacelt augstu высоко поставить, un visi nāk un nes, lai var redzēt. и все идут и ставят, чтобы можно было видеть. Tas ir tas, ko Anānija ar Safīru darīja. Это вот то, что делала Анания и Сафира. Jo citi ziedo Потому что другие жертвуют, visu. все они жертвовали. Viņi grib viņiem pielīdzināties, И они хотели бы, знаете, быть как они. bet īsti negribās tik daudz maksāt. Ну, честно, не хотелось столько много давать. Bet davai notēlosim. Ну, давай как будто мы, подыграем. Un Dievs atklāja Pēterim, kas И notiek. Бог открыл Петру, что происходит здесь. Dievs sargā savu draudzi. Господь, Он защищает свою церковь. Dievs tur tīru savu draudzi. Он держит чистой свою церковь. Un ja es saku, jūs esat melojuši svētiem garam, И Он говорит, что вы соврали Духу Святому. un, sorry, tu mirsi. Говорит, извини, ты умрешь. Bum, un beigts. Бум, и он умер. Pēc tam ienāk iekšā kundze, bum, beigts. Потом приходит его жена, бум, тоже умерла. Abi nomira. Оба умерли. Dievs deva atziņas vārdu. Бог дал слово знания. Viņš zināja. Он знал. Es vienmēr atceros, Я всегда помню, kā evaņģēlists Stīvs Hils kādreiz teica. как говорил евангелист Стив Хилл, Pie viņu uz aizlūgšanu atnāk viens cilvēks, пришел к нему на молитву один человек, un viņš viņam momentā saka, и он ему моментально говорит, pārdod korveti. Korveti pārdod. продай корвет, машину дорогую. Ļoti smags vārds. Очень тяжелое такое слово. Pārdod korveti. Продай корвет. Man vēl nav bijusi korvete. Es jau slikti jūtos, kad es У меня еще не было самого корвета, мне уже больно за него. Amerikāņu sapnis sporta mašīna tiem, kas Знаете, это машина мечты американцев, спортивная машина. Un Stīvs Hils tai runā, saka, viņš saka, un es pats domāju, ko es tikko pateicu? И Стив Хилл говорит, слушай, я сам думаю, что я только что ему сказал. Nav jau tā, ka Amerikā pie katra žoga stāv korvete. Знаете, это не так, что в Америке у каждого забора стоит корвет, да? Viņš domā, kas tas bija, ko es pateicu? Nu, Он kā говорит, tā что varēja pateikt? такое? Что такое было, что я только что сказал? Atziņas vārds. Слово знания. Tas vīrs vēlāk viņam ir teicis. Потом этот мужчина к нему пришел и сказал. Viņš saka, es nezinu, kas notiek, bet, Говорит, kad es я не знаю. iesēžos savā korvetē, Говорит, я не знаю, что случилось, но как только я сажусь в свой корвет, viņš saka, es izmainos. я изменяюсь. Es palieku cits cilvēks. Я становлюсь другим. Ne jau labajā Но nozīmē. не в хорошем смысле. Amen. Аминь. Amen. Mašīna jau nav problēma. В машине нет проблем. Bet šis cilvēks šajā mašīnā vairs nebija tāds, kā viņam jābūt. Но человек, он понял, что в эту машину садясь, он уже не становился прежним. Kurš to redz? Neviens. Кто это видит? Никто. Bet Dievs redz sirdi. А Бог видит сердце. Un viņš dod atziņas vārdu savam kalpam. И он дает слово знания своему слуге. Amen. Tā tas Amen. strādā. Tā tas strādā. Tā, ka tā Ticības работает. dāvana. Ticības dāvana. Дар веры. Следующий. Mums ir ticība, ar kuru mēs dzīvojam ikdienas. У нас есть вера, с которой мы живем повседневно. Amen. Amen. Taisnais dzīvo no savas paļāvīgās ticības. Праведник своей верой жив будет. Amen. Аминь. Mums, cits saka, agri man nav ticības. Ja tev nebūtu ticības, tu nebūtu glābts. И кто-то говорит, ну, у меня нету веры. Но если у тебя нету веры, то ты не спасен. Tu taču esi glābts. Но ты же спасен. Tu zini, ka tu esi Dieva bērns. Ты же знаешь, что ты дитё Божье. Tev ir liecība sirdī no svētā У тебя gara. есть свидетельство от Духа Святого в твоем Tas сердце. nozīmē, ka tu esi uzticējies Jēzum Kristum. Это означает, что ты доверился Иисусу Христу. Kas nozīmē, ka tev ir ticība. Что обозначает, в свою очередь, что в тебе есть вера. Amen. Аминь. Visi atzimušie no augšienes tic un māk ticēt. Все возрожденные свыше, они верят и могут верить. Amen. Аминь. Amen. Un ikdienā šo ticību praktizē. И вот каждый день мы практикуем эту веру. Bet ja runā par garu dāvanu, Но если мы говорим как о даре Духа,
Dievs tev dod īpašos apstākļos, Бог дает тебе в особых обстоятельствах īpaši pārdabisku uzticēšanos viņam. просто сверхъестественное и доверие Ему. Visa draudze, visi mācītāji, visa pasaule var teikt, nekas nebūs. Тебе может говорить вся церковь, все пастыря, весь мир говорит, что у тебя что-то не получится. Tas būs, jo tu tici viņam. Это будет в этой ситуации, потому что ты веришь Ему. Un tev ir tāda ticība, ko nevar izšaubīt. И у тебя в тот момент появляется такая ситуация, которую никто не может, как бы, Amen. такая вера. Amen. Jo Dievs tev dod īpaši uzticēties, īpašos apstākļos. Потому что Бог, Он позволяет тебе довериться Ему по особенному, в эти особенные обстоятельства. Tieši par brīnumiem un zīmēm saka, kā es teicu, dāvanas. И как я говорю, эти дары, mēs lasījām daudzskaitlī, amen. Мы читаем в множественном числе дары. Ticības dāvana darbojas arī pie zīmēm un brīnumiem. И вот этот дар веры, он также действует в дарах чудотворения и так дальше. Amen. Jūs redzēsiet, ka tie cilvēki, kurus Dievs lieto ar zīmēm brīnumiem, viņiem arī ir ļoti Dieva dota spēcīga ticība. И вы видите, будете наблюдать, что у людей, которые действуют в дарах чудотворения, у них есть большой дар веры. Аминь. Amen. Аминь. Nu, tad ir dziedināšanas dāvanas. И есть дар исцеления. Dari izceļēņa. Дары исцеления. Jo tur ir rakstīts daudzskaitlī. Там написано в множественном числе. Un teologi tur domā, kāpēc daudzskaitlī. И знаете, часто теологи думают, почему там в множественном числе написано? Īsti neviens droši vien nevar precīzi pateikt. И сейчас никто не может, знаете, конкретно сказать. Bet mēs domājam, Но мы думаем, ka iespējams, ka katra dziedināšana ir jāuztver kā dāvana. потому что нам кажется, что каждое исцеление мы должны воспринимать как дар. Amen, tā ir dāvana. Это дар. Amen. Man liekas, tas nav pretrunā ar Dievu vārdu. Мне кажется, это не противостоит Слову Божьему. Ik viena dziedināšana kā dāvana no tā kunga. Каждое исцеление в нашей жизни – это как дар от Бога в нашей жизни. Un vēl domā, ka vārds daudzskaitlī dāvanas, И также думаю, что слово в множественном числе «дары», jo ir dažādas slimības. потому что есть разные болезни. Amen, tas nozīmē Да. visam un viss, kur vajag. То есть чудотворение или исцеление для всех и везде, где надо. Amen. Аминь. Amen, amen, amen. Аминь. Tad ir brīnumi. Потом есть чудотворение, Tad ir brīnumi. чудеса. Brīnumi. Vienkārši definīcija, kur es atradu. Простая дефиниция, которую я нашел, или обозначение. Pārdabiska spēka darbi, kas izmaina dabīgo lietu ritējumu. Это Дела сверхъестественной силы, которые меняют естественный ход вещей. аминь. Аминь. Tā bija? Да. Amen. именно. Я уже второй раз не повторю, уже сам забыл, как сказал. Amen. Аминь. Amen. Tās ir lietas, kas, dabīgi tā nevarēja notikt. Это какие-то вещи, которые естественно так не могут произойти. Dziedināšana attiecās uz slimībām, Если исцеление, оно как бы относится к болезням, tad brīnumi то чудеса attiecās uz arī īpašām slimībām, также относятся к особым болезням, kad notiek dziedināšana. когда есть исцеление, да. Piemēram, tas slimais, Например. kurš 40 gadi bija slims un nebija staigājis. Например, какой-то хромой человек, который 40 лет болел и не может Не мог ходить. не мог ходить. Kur tas Pēters viņam teica, sudraba un zelta man nav, bet kas man ir to, es tev dodu nātriečies, kas varētu celties un staigā. Bum! И Ты должен Петр знать ему- наизусть. Да, и Петр ему говорит, нет у меня серебра и золота, но то, что у меня есть, я говорю тебе, встань во имя Иисуса Христа и ходи. Amen! Амен. Ja просто проверил, знает ли он Библию. Es pārbaudīju, vai viņš zina Bībeli. Amen. Amen. Un ir teikts, viņš tūdaļ И sāka сказано, что он lēkāt. сразу начал прыгать. Jūs paguļat gultā kādu brīdi Вот вы поспите немножко в кровати un pārsteigties. и также Palīdzīties. полечитесь. Un jums būs jāiet uz fizioterapiju, lai jūs varētu pastaigāt. И потом вам надо будет идти на физиотерапию, чтобы начать опять ходить. Amen. Аминь. 40 gadus nav staigājis. Представляете, 40 лет не ходил. Viņš nezina, ko vispār nozīmē vertikāli stāvēt. Он вообще не знает, что такое быть в вертикальном положении. Un viņš uzreiz lēkā. И он начал прыгать. Un tāpēc Bībelē rakstīts И поэтому в Библии написано. dziedināšanas brīnums. Там написано, что дар, чудеса, чудотворения. Amen. Dziedināšanas То brīnums. есть дары исцеления, Tāpēc- чудеса исцеления. Brīnumi burtiski iejaucās un izmaina dabīgo lietu ritējumu. Поэтому чудеса, по сути, они как бы врываются и изменяют естественный ход событий. Amen. Аминь. Būtu forši, ja draudzē tā būtu, vai ne? Классно, если в церкви так было бы. Амин. Amen.
Есть уже, сестра Ir говорит. jau. Аминь. Es jau nenoliedzu. Я, конечно, не отрицаю это. Bet, Но ja man paprasītu, ja, если меня бы попросили или спросили, pa īsu, этого мало. pa īsu. Этого мало. Jums kādreiz dzīvē kāds ir iedevis segu, kas ir pa īsu? Вам кто-то давал раньше какое-то одеяло, которое за короткое немножко, да? Ir bijis Бывало такое у вас? augsts, uzvelts līdz kaklam, Вам холодно, вы ставите себе до шеи, un viņš te и он beidzās. вам где-то здесь заканчивается, да, одеяло? Un Бывало? kā kājas salst. А потом ноги, да? Ногам холодно. Tu šajā. И ты потом вот так вот лежишь. Tā ir mana attieksme pret dziedināšanām, zīmēm un brīnumiem šobrīd Latvijā vasaras vai draudzēs. И вот такое у меня сегодня отношение к чудесам и знамениям, исцелениям в пятидесятнических церквях в Латвии. Paga, nevis attieksme, bet viedoklis. Vo. Не Вот так будет отношение, а мнение, скажем так. Attieksme bišķi citāk. Amen? Да, отношение немножко другое. Ir, Они есть, bet visu nenosaģ. но не могут покрыть все нужды. Amen? Аминь. Amen? Tāpēc vajag dzīties, lai ir. Поэтому мы должны гнаться за этим, чтобы было больше. Lai tad, kad tev ir pāri kājām vēl metrs uz turieni, Чтобы у тебя было еще метр сверх твоих ног. un pāri galvai vēl И еще metrs. покрывало бы всю голову. Аминь. Amen? Аминь. Amen? Аминь. Amen? Аминь. Tu jau vairs neviens negrib brīnums. Kas paliek? Никто не хочет, что ли, чудес? Что такое? Pravietošana. Пророчество. Nu, tur visi laužās. Ну вот туда все хотят прям ворваться в это. Tur visi Вот laužās. туда все прям бегут. Bet arī Bībele saka, ka varētu pravietot. Но Библия говорит, что можно пророчествовать. Kāpēc, lai pravietot? Но почему пророчествовать? Jo pravietošana ceļ draudzi. Потому что пророчество, оно созидает Церковь Божью. Atcerieties, ko es jums sākumā teicu, ka Помните, что я говорил вначале? dāvanas ir svētā gara izpausme. Что что дары — это как бы проявление Духа Святого. Amen. Да? Amen. Амен. Nevis mana, Не мои, bet viņa izpausme. а Его проявление. 1. Pētera Первое Петра. 1.21. 1. Pētera 1.21 ir rakstīts. 1 Петра 1:21 написано. 1. Pētera 1.21. Vai, es esmu kaut ko sajaucis. Tas ir 1. Pētera 1.21? Да. Jā. Kungs, es esmu atradīšu tūlītās. Tur rakstīts tā. Pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēka gribas. В этом расписании, которое я ищу, там написано, что пророчество никогда не как бы созидалось или было от желания, по желанию человека. Nekad nav cēlusies no cilvēka gribas. Оно никогда не приходило по желанию человека. Bet Dieva cilvēki, Но Божьи люди, es esmu sajaucis raksturvietas. 2. Pētera vēstule, 1. nodaļa 21. 2. Pētera. 2. Pētera vēstule, 2. Pētera vēstule, 1. nodaļa 21. Jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši svētā gara spēkā. написано, что потому что пророчества никогда не были произносимы по воле человека, но движимые Святым Духом люди говорили от Бога. Jēzus teica, ka viņš nerunā no sevis. Иисус сказал, что Он не говорит от себя. Viņš ir kā es dzirdu, tā es Он runāju. говорит, что я слышу, то я говорю. Amen. Аминь. Pravietošana īsti ir tikai tad, И истинное пророчество бывает только тогда. kad tu runā tā, kā tu dzirdi. Это так, когда ты говоришь то, что ты слышишь. To, ko Dievs tev dod runāt. То, что Бог тебе влагает говорить. Svētais gars tev dod runāt. Дух Святой тебе дает говорить. Pārējais nav pravietošana. Другое, то есть остальное, это не пророчество. Tā nav pravietošana. Это не пророчество. Pat ja saka, ka tas ir pravietojums, Даже если говорят, что это пророчество, tas nav pravietojums. это не пророчество. Pravietojums ir tikai tas, ko Dievs Пророчество — это только то, pamudināja teikt. что Бог тебя внутри вложил сказать. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Dievs dod runāt. Bог дает нам говорить эти Lūdzu, вещи. atcerieties to. Пожалуйста, помните это. Un ja tu lūdz Dievu un Dievs neko nedod, tad tu saki, Dievs neko nedod. А если ты молишься и говоришь, и знаешь, что Бог ничего не дает, то просто скажи, что Бог мне сейчас ничего не дает. Un turpini lūgt Dievu un uzticies Dievam un kalpo Viņam. И продолжай доверять Ему, молиться Ему и продолжай служить Ему. 1. Korintiešiem 14.3. 1 Коринфянам 14:3. 1. Korintiešiem 14.3. 1 Коринфянам 14:3. Ko dara pravietošana? Что делает пророчество? Bet kas pravieto, tas runā cilvēku celšanai, А кто пророчествует, говорит людям для их назидания, cilvēku celšanai, то есть людям для их созидания. Amen.
pamudināšanai un iepriecināšanai. ободрение и утешение. Tas nozīmē, ka pravietojumā būs iekšā arī Dieva vārds ļoti iespējams, То значит, что в пророчестве часто есть Слово Божье внутри, ko Dievs atgādina, что Бог нам напоминает, lai celtu un stiprinātu чтобы mūs. нас Amen. ободрить и назидать. Amen. Аминь. Аминь. Amen, amen, amen. Parasti jautā, vai ir starpība starp pravieti un cilvēku, kurš pravieto. И часто задается вопрос у людей, есть ли разница между пророком и человеком, который пророчествует? Ir. Есть разница. Draudzes locekļus, jebkuru, kurš meklē gar dāvanas, Dievs var lietot ar pravietojumu. Каждого члена церкви, который ищет дары Духа, Бог может употребить в пророчестве. Ja viņš vēlas, viņš dod šo dāvanu. Если Бог захочет, Он даст тебе этот дар. Un Dievs tevi lietos. И Бог тебя будет употреблять в этом. Starpība starp pravieti un pravietotāju nav arī tajā, cik pravietotājs bieži pravieto. И здесь также нет разницы большой или между пророчествующим и пророком, насколько тот первый больше это делает. Pravietis ir viena no kalpošanas dāvanām, kas dota draudzē. Пророк – это один из типов служения, можно сказать, который Бог дает церкви. Dievs draudzē ir devis apostoļus, praviešus, evaņģēlistus, mācītājus un ganus. И есть, Бог дал пятигранное служение в церковь. Пророки, пастыря, апостолы, учителя и евангелисты. Tad, kad pagāniem stāstīja, kas viņiem jāņem vērā un jāievēro, Когда язычникам объясняли и говорили, что им надо делать, apostoļu darbos ir rakstīts, в Деяниях апостолов сказано, ka tie vīri, kas viņiem deva skaidrojumus, tā skaitā arī Barnaba, и эти люди, это написано, что которые им изъясняли эти вещи, в том числе и Варнава, būdami pravieši, izskaidroja. они, будучи пророками, это все объясняли. Pravietis ir dots, lai sagatavotu svētos kalpošanas darbam draudzēm. Пророк, он дан для того, чтобы приготовить служителей на служение в церкви. Pravietis sludina esošo Dievu vārdu. Пророк, он как бы проповедует, естественно, уже Слово Божие, которое есть, существующее. Pravietis pasludina nākamās lietas. Пророк, он может предсказывать будущие вещи. Amen. Un pravieša uzdevums ir И его задание skatīties, lai draudze saglabā kursu, sekojot Jēzum Kristum. Его задача, чтобы церковь, она следовала, то есть помочь церкви следовать курсу, который есть Иисус Христос. Brīdināt par gaidāmajām briesmām. Чтобы также предупреждать о будущих каких-то бедах. Tā ir kalpošana. И это как служение. Un var gadīties, ka, piemēram, jums draudzē ir mācītājs gans, bet viņš vienlaicīgi ir arī pravietis. И бывает такое, что пастырь может быть как пастырь в церкви, да, как пастух, но он может быть и пророком вместе. Līdzīgi kā apostols Pāvils ir gan skolotājs, gan pravietis. Как и апостол Павел, он был как и учителем, и также пророком. Amen. Tā ir dāvana, kas dod draudzē. Это дар, который Бог дал в церковь. Un reizēm praviešiem ir arī simboliskas darbības. И иногда у пророков есть какие-то, значит, символические действия. Atnāk pravietis, paņem Pāvela jostu, sasien sevi. И вот как мы видим, да, в Библии было, что пришел пророк, он взял пояс Павла, на себе связал. Un saka, tā saistīs šo vīru Jeruzalemē. И он говорит, вот так свяжет этого мужчину в Иерусалиме. Amen. Аминь. Viņš pravieto par nākamajām lietām. Он уже пророчествовал о каком-то будущем. Bet kā draudzes locekļi, Но как члены церкви, Kristus miesas locekļi, как члены Божьей Христовой церкви, tev nav jābūt obligāti aicinātam pravieša amatā, kā kalpošanām. тебе не надо быть призванным, скажем так, в положение пророка, Lai tu varētu būt lietots ar pravietošanu. чтобы ты мог быть использован именно в пророческом даре. Amen. Аминь. Amen. Tu kalpo. Amen. Ты служишь. Аминь. Līdzīgi, Так же само. Bībelē ir rakstīts, šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. В Библии сказано, что вот эти знамения будут идти, сопровождать верующих. Neveseliem tie rokas uzliks un tie būs dziedināti. Они будут возлагать руки на больных, и они будут исцеляться. Visiem ticīgajiem ir pienākums lūgt vienam par otru, И у всех верующих есть обязательство молиться друг за друга, likt virsū rokas класть руки un aizlūgt, lai Dievs dziedina. и молиться об исцелении от Un Бога. Dievs apsola, ka viņš dziedinās. И Бог обещает, что Он исцелит. Bet tad ir cilvēki, Но есть люди,
to, ko mēs runājām, То, что мы говорили, ka Dievs dod īpašas dziedināšanas dāvanas. что Бог дает особые дары исцеления. Tas nozīmē, ka viņa kalpošanu pavada dziedināšanas un dziedināšanas un dziedināšanas. Это означает, что их служение сопровождает исцеление, исцеление и исцеление. Amen. Амен. Jo dāvana darbojās. Потому что работает дар в их жизни. Draudzē ir evaņģēlisti doti, kas īpaši sludina evaņģēliju neticīgiem cilvēkiem. В церкви также есть евангелисты, которые специфично проповедуют Евангелие вне церкви людям. Bet visai draudzē ir jāsludina evaņģēlijs. Но вся церковь также должна проповедовать Евангелие. Amen. Аминь. Tu liecini 5 cilvēkiem, Ты пророчествуешь, то есть свидетельствуешь 5 людям, 6 paliek ticīgi, 6 каются, tu pats arī. и ты сам тоже. Es jokojos. Я шучу. Bet tad tevi palaiž uz skatuves. Но когда тебя, знаете, допускают к сцене, Tu stundu runā, ты час говоришь, visi mierā guļ, все спят, un tie, kas bija ticīgi, arī mazāk ticīgi paliek. и те, кто были как бы верующие, то становятся еще менее верующими. Tad jūs palaižat uz skatuves vienu citu, Тогда вы пускаете другого кого-то kuram ir на сцену, evaņģēlista dāvana, у которого evaņģēlista dāvana, дар евангелиста, un viņš sludina. и он проповедует. Runa reizēm teoloģiski tāda, И знаете, часто эта речь теологически, ну так, varēja labāk. ну можно было лучше. Un tad viņš saka, И тогда он говорит. visi pagāni bezdievji, kas grēkos grimuši, nu ka pie Jēzus. И он говорит, все те язычники, кто там грешили, а ну-ка к Иисусу. Viņi подскочили и побежали. Viņi vienkārši piecelās un skrien te. Domā, kas notika? Что случилось? Svētā gara dāvana darbojas. Дар Святого Духа работает. Amen. Аминь. Viņš nav svarīgāks, un tu neesi maz svarīgāks. Он не более важный, и ты не менее важный. Draudzē vajag visus. Церковь нуждается во всех. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Tāpēc tu dari savu darbu, Поэтому делай свою работу. sludini evaņģēliju, Проповедуй Евангелие. lūdz par slimiem, Молись за больных. dzenies pēc gara dāvanām, Стремись, гонись за этими дарами Духа. un gars tev arī vadīs, kuras dāvanas viņš tev īpaši liks, uz kurām koncentrēties. Kungs, es šito gribu. И Дух Святой, Он тебя будет специфично направлять тем дарам, какие Он хочет тебе дать. Amen. Аминь. Man gan reizēm liekas, ka svētais gars vada pretēji mūsu gribai. Но часто, знаешь, мне кажется, что Дух Святой, Он как-то в противоположную сторону нашей воли идет. Es saku, man šito dāvanu gribās. Я говорю, я хочу вот этот дар. Un svētais gars, ģiržīs. Viņš atnāk un Viņš saka, saka, Viņš saka, nē. What? Он Uz говорит, нет, turieni. вот этот нужно. Amen. Аминь. Un tad, kad tu pakļaujies, И когда ты ему как бы подчиняешься, tad tu domā, kāpēc es to gribēju? думаешь вообще, а зачем я вообще тут хотел? Vot šitā ir baigi labā. Вот это классный дар. Svētais gars zina, kas tev vajadzīgs. Дух Святой знает, что, в чем ты нуждаешься. Svētais gars tev ir ielicis īpaši Kristus miesā. Бог и Дух Святой поставил тебя в особое место в теле Христа. Tā ir tava vieta. Это твое место. Un ja tu nebūsi savā vietā, И если ты не будешь на своем месте, visu ķielu būtu liha raģiķi. tad būs tā kā, nu, Raustīs visu miesu. raustīs visu miesu. Да. Amen. Аминь. Amen. Amen. Un ja Dievs tev aicina kalpo viņam konkrētās lietās. И если Бог тебя призывает, то служи Ему в определенных местах. Garu pazīšana. Значит, распознавание духов. 1. Jāņa 4.1 ir rakstīts. 1 Иоанна 4.1 написано. 1. Jāņa 4.1 ir rakstīts. 1 Иоанна 4.1 написано. Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva. Jo daudz viltus praviešu ir izgājuši pasaulē. Написано, любимые, не каждому духу верьте, но проверяйте, от Бога ли эти духи, потому что много лжепророков вышло в мир. Amen. Амен. Draudzē ir vajadzīga garu pazīšana. В церкви мы нуждаемся в различении духов. Mums kalpotājiem īpaši šī dāvana ir vajadzīga. Особенно нам, как служителям, нужен этот дар. Bet ne tikai mācītājiem, arī draudzē vajag. Но не только именно пастырям, но и всей церкви это нужно. Reizēm kāds atnāk un kalpo tavā draudzē. Иногда, вот знаете, приходит кто-то, приезжает и служит в твоей церкви, Un tu nevari saprast. и ты не можешь понять, Un kas tas bija? что это вообще было только что. Kas tas bija? Что это было? Bet tad, kad darbojas gara dāvana, Но когда работает этот дух, дар духа, tu skaidri zini, tas nebija svētais ты gars. четко понимаешь, это не был Дух Святой. Tas nebija svētais Это gars. не был Дух Святой. Miesa var darboties, Там плоть может работать, var darboties svētais gars, может работать Дух Святой, bet varbūt arī maldu gars. а может быть и лжедух. Reizēm cilvēkiem liekas, ka mācītājiem ir maldu gars tikai tāpēc, ka viņiem mācītājs nepatīk.
Часто, знаете, людям может казаться, что в пастыре лже какой-то ложный дух, потому что им просто пастырь не нравится. Tā nav tāda dāvana. Это не такой дар. Tas ir īgnums, kas tev ir runā. Это, знаете, это то Īgnums, piedod. игнумс. Ot, kā ir, pats nezinu, kā ir īgnums. Un Как это игнумс? Tāds, kā tur bija, kislīči, lai Кислый. saskābis tavs. Кислый. Горький. Это горько, это твоя горечь внутри говорит. Gara dāvana, viņa darbojas krievienu vārds непредвзято. Kā tas ir latviski, nezinu. Bez aizspriedumiem, vo? Во. Значит, я уже забыл начало. Распознание духов действует непредвзято. Gara atpazīšana viņa darbojas Bez без aizspriedumiem. Tas nav tāpēc, ka viņš tev patīk vai nepatīk, Это не потому, что тебе кто-то нравится или кто-то не нравится. bet Dievs tev ļaus saprast. Но Бог, Он позволяет тебе понять, Tas nav no manis. это не от меня. Īpaši, ja kaut kas tiek pasludināts, tā saka tas kungs, Особенно, если этот человек или кто-то говорит, так говорит Господь, kā pravietojumu. как пророчество уже. Vai brāļi māsas, es saņēmu atklāsmi, Или, братья и сестры, я получил откровение. un mēs sēžam, И мы сидим. un viss izstāsta smuki. И все красиво как бы выглядит. Un Dieva gars saka, А Дух Святой говорит, tas nav no manis. это не от меня. Ganiem to vajag, Вот пастырям это надо. draudzēji to vajag. Церкви это надо. Amen, Аминь. amen, Amen. amen, amen, amen. Аминь. Valodas jeb mēlis, Это дар Языки. говорения языками. valodas jeb mēlis. 1. korintiešiem 14.4. 1 Коринфянам 14:4. Vēstuli korintiešiem Pāvils liek uzsvaru, ka vajag meklēt dāvanas, kas ceļ draudzi. И в послании к Коринфянам Павел делает, знаете, такой большой акцент на том, чтобы церковь искала дары для созидания. Amen. Bet neniciniet, neaizliedziet runāšanu mēlēs. И он здесь говорит также, но не запрещайте говорение на иных языках. Jo, kas runā mēlēs, Потому что тот, кто говорит языками, tas ceļ pats sevi. он назидает сам себя. Tas ceļ pats sevi. Amen. Он назидает сам себя. Ja Если draudzē tu gribi uzstāties ar mēlēs runāšanu, ты в церкви хочешь, знаете, выступать с говорением языками, nu tā, ka visi tevi klausās, так, чтобы все тебя сейчас слушали, tad tev ir jālūdz, lai darbojas vēl viena dāvana, то тебе нужно молиться, чтобы был еще один дар. lai mēles tiktu tulkotas. Чтобы был также дар истолкования. Bībele saka, ja tev nav kas tulko, В Библии сказано, если у тебя нет кого-то, кто будет толковать, vai tu pats, vai или kāds ты cits, сам, или кто-то другой, tad runā sev un tam kungam. тогда говори себе и Богу. Amen? Аминь. Runā sev un tam kungam. Тогда ты говоришь себе и Богу. Bet ja tu lūdz un dzenies, lai var iztulkot, Но если ты молишься, и ты стремишься к тому, чтобы можно было истолковать эти дары, tad ir 14.13. вот 14:13, 1. korintiešiem 14.13. 1 Коринфянам 14:13. Tādēļ, kas mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka viņš to var arī izskaidrot. 1. korintiešiem 14.13. 14:13. Извиняюсь. Ладно. Поэтому, кто говорит на незнакомом языке, пусть молится о даре истолкования, Lai tu varētu celt. чтобы ты Draudzi. мог созидать что? Церковь. Amen. Аминь. Amen. 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 Es izskrēju visam cauri, Я пробежался уже по всем. vai te varēja vēl daudz vairāk runāt. Еще можно было бы, конечно, больше и глубже говорить. Bet es jums vēl vienu sarakstu iedošu. Но я вам Romiešiem дам 12. еще один nodaļa. список. Римлянам, Romiešiem 12. nodaļa. 12 глава, No 6 līdz 8. с 6 по 8 стих. No 6 līdz 8. 12 глава, с 6 по 8. Kad nu mums pēc piešķirtās žēlastības ir dažādas dāvanas, tad, lai tās, ja ir praviešu spējas, izpauž saskaņā ar ticības mēru. Amen? Ticības mēru. Прочитай 6. Да. Мгм. Потом. И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по данной нам благодати, то если у кого-то есть дар пророчества, пусть пророчествует в согласии с данной ему верой. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Es jums par pravietošanu pateikšu. Neviens pravietis visu nezina. Я вам хочу сказать о пророчестве, что ни один пророк все не знает. Потому что Библия говорит, мы отчасти пророчествуем, kāds ir latviski nezina. Jo Bībele saka, ka mēs no daļēja, Jā, nepilnīgi ir mūsu ka atziņa. mēs kā nepilnīgi, да, что мы пророчествуем отчасти. Kad Dievs tev dod pravietot, Когда Бог дает тебе пророчествовать, paliec tikai pie tā, ko viņš tev iedeva. оставайся в том, что Он тебе дал.
Nevajag mēģināt saprast, ko viņš tev neiedeva. Не надо допонимать или придумать ту часть, которую он тебе не дал. Tā nav tava daļa. Это уже не твоя часть, не твое Par дело. Jēzu Kristu. О Иисусе Христе. Neviens no vecās derības praviešiem nenopravietoja visu. Ни один пророк не сказал, не напророчествовал полностью. Jesajam ir daudz brīnišķīgu pravietojumu, У Исаии было много прекрасных пророчеств, bet tur nav viss. но у него не были все пророчества. Dāvidam ir pravietojumi par Jēzu, У Давида были пророчества о Иисусе, bet tur nav viss. но там не все пророчества. Mēs jau lasām visu, А мы же сейчас, знаете, уже все смотрим, все читаем. bet tas nāk caur dažādiem vīriem un dažādiem praviešiem. Но это все нам приходит отчасти от разных пророков, от разных мужей Божьих. Jo nevienam Dievs neiedeva nopravietot visu par Jēzu. Потому что никому Бог не дал все полное пророчество об Иисусе Христе. Mēs saņēmām, Мы приняли, bet caur dažādiem avotiem. но из разных источников. Amen? Аминь. Tāpēc tad, kad tev Dievs kaut ko uztic, Поэтому, когда Бог тебе что-то доверяет, darbojies tajā ticības mērā, ko Viņš tev ir piešķīris. действуй в согласии той меры, которую Бог дал тебе. Amen? Аминь. Un ja tu redzi, kāds kalpo ar tādu dāvanu kā tev citā ticības mērā, А если ты видишь, что кто-то из окружающих действует в том же даре, но в другой мере веры, neesi skaudīgs. не завидуй. Saka, kungs svētī viņu. Скажи, Господь, благослови его. Jo ticībai saskaņā ar Dievu vārdu Потому что вере, в согласии с Божьим Словом, ir jāaug. она должна расти. Amen? Viņa aug. Amen. Garšīšņais zirno aug. Э, Amen? Сильно Zinām sēklu aug. Загрешительное зерно, оно растет. Bet ja tu mēģināsi kalpot ārpus sava ticības mēra, Но если ты будешь пытаться служить вне своей меры веры, tu vai nu aizies maldos, ты или пойдешь в лжеучение, vai nu tev ticība sagrūs vispār. или у тебя разрушится твоя вера. Amen? Аминь. Teic, paliec tajā, ko Dievs tev uzticējis. Будь верен в том, оставайся в том, что Бог доверил тебе. Amen? Un kas uzticams Amen. pie mazuma, to ieceļ par А написано, что кто верен в малом, того ставят над par большим. lielumu. Amen? Над большим. Аминь. Amen. Amen. Un skaties, tas ir svarīgi. И вот смотри, это очень важно. Un tālāk izlasīšu jau, kas rakstīts kalpošanas spējas, kalpošanā spējas, mācīt mācīšanā, pamācīšanas spējas, pamācīšanā, kas dod no sava, lai dara to vientiesīgi, kas valda, lai dara to rūpīgi, kas strādā žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku. Мгм. Так, 7 стих. «И если это дар служить другим, пусть служит. Если это дар быть учителем, пусть учит. Если это дар ободрять, пусть ободряет. Если это дар помогать нуждающимся, пусть дает щедро. Если это дар начальствованию, Да-да. правильно? То пусть будет усерден. Если это дар милосердия, то пусть проявляет его с весельем». Amen. Аминь. И Ефесянам, конечно, 4:11, там дары служения. Мы не будем их сейчас читать. Я Но- вместо ГТ Ой, saklāsim krievu valodu. Господи, помоги. Kad es runāju krieviski, это не на языках, это просто по-русски. Когда я говорю на русском, это не на языках, это я просто забываю. Jā, es atvainu, tas nav tīšām. Извините, это нечаянно просто. Es aizgāju, aizpeldēju. Я ушел чуть-чуть. Jā, gadās. Man vajadzētu teikt āmen, bet es neteikšu. Я хотел бы сказать аминь, но я еще не скажу его. Es neteikšu āmen. Я еще не хочу сказать аминь. Es jums gribu kaut ko izlasīt. Хочу вам что-то прочитать. Vēstule Efeziešiem 5. nodaļā apostols Pāvils saka, bet es nelasīšu, atgādināšu. Vēstule Efeziešiem 5. nodaļā В Pāvils Ефесянам saka, 5 главе апостол Павел нам напоминает: neiepraibinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīgi dzīvi, bet topiet gara pilni. не упивайтесь вином, от которого бывает распутная жизнь, но упивайтесь или наполняйтесь Духом исполняйтесь Святым, да, Духом Духом Святым. Jā. Tā ir rakstīts jaunajā derībā. Это написано в Новом Завете. Un es jums kaut ko izlasīšu. Хочу вам что-то прочитать. Pravietis Ececēls 47. nodaļa, es neiedevu, es domāju, ka es nelasīšu, bet es gribu izlasīt. И Pravietis Ececēls, Īzikļs, 47. glava. Иезекииля, 47 глава. Un šajā nodaļā Dievs rāda upi. И в этой главе Бог показывает нам реку. Un patiesībā upe sākās ar to, ka ūdens lāso no sienas. И вообще эта река начинается с того, что там протекает стена. Vienkārši no sienas viņš tur Просто какие-то капли появляются со стены. как это по-русски сказано? Вода текла с южной стороны. Вода
Вода текла с южной стороны. Krievu tulkojumā rakstīts, viņi no sienas, gar sienu, tā siena ir mitra, no viņas nāk tas ūdens tek. Там написано, да, что вода текла с южной стороны. Un tad 3. pantu es izlasīšu. И 3 стих я хочу прочитать. Kad šis vīrs ar mērauklu rokā izgāja uz rīta pusi, viņš nomērīja 1000 olekšu un lika man brist caur ūdeni. Tad ūdens man sniedzās līdz kājas krumšļiem. Читай 3. 3, ja? Затем человек тот пошел на восток с измерительной веревкой в руках и отмерил 1000 локтей, а потом перевел меня через воду, которая была мне по лодыжку. Lika man brist. Он перевел меня. Tas bija, viņš bija tas, kas pateica, kādēļ es tā ūdenī esmu pravietim. То есть он сказал мне, почему я нахожусь в этой реке, почему я там нахожусь. Viņš pats, viņam tas ir Dieva vadīts darbs, kas notiek ar То viņu. есть там была определенная работа Божья, которая была в том моменте, в том процессе. 4. pāns. Un viņš 4. atmērīja atkal 1000 olekšu un lika man iet caur ūdeni, tad ūdens man sniedzās līdz ceļiem, kad viņš atmērīja atkal 1000 olekšu un lika man brist, tad ūdens man sniedzās līdz gurniem. И отмерив еще 1000 локтей, он перевел меня через воду, которая была мне по колено. Отмерив еще 1000, он перевел меня через воду, которая у меня была по пояс. Amen. Аминь. Tad ir 5. pāns. И вот 5 стих. Un viņš atmērīja atkal 1000 olekšu, un tad ūdens bija kļuvis par upi, kur es nevarēju izbrist, jo ūdens bija dziļš, būtu vajadzējis peldēt, tā bija upe, kurai nevarēja cauri izbrist. И 5 стих. Он отмерил еще 1000, но теперь это была река, которую я не мог перейти, потому что вода поднялась так высоко, что нужно было плыть. Вброд эту реку не перейти. Ja jūs lasīsiet tālāk pravieta Ecēķēlu, Если вы будете дальше там читать пророка Иезекииля, visur, kur upe plūda, tur radās dzīvība, то везде, где текла река, появлялась жизнь. pat nāves jūrā, Даже в этом Мертвом море. pat nāves jūrā. Даже в Мертвом море. Čak būs zivju bagātība, koki būs gar malām. Он там говорил, что будет много рыбы, будут деревья вокруг. No Bībeles es zinu tikai vienu Из dzīvības Библии я traumu. знаю только один источник жизни. Svētais gars, Это Святой Дух. svētais gars, Святой Дух. svētais gars. Святой Дух. Un pravietim liek, И пророку говорят или заставляют, vai arī kā Krievu tulkojumā rakstīts, paņem un izved cauri tam ūdenim. и как на русском написано, что он берет и он проводит, переводит через эту воду. Es to savādāk neredzu, ka tā ir Dieva griba. Я не вижу это никак иначе, как не волю Бога. Jo Dieva vēstneši izpild Dieva gribu. Потому что вестники Бога, они делают Божью волю. Dieva vēstneši izpild Dieva gribu. Божьи вестники, они делают волю Божью. Viņam parāda ūdeni, Им показывают воду, viņam parāda, ka tas ir ūdens, kurš nes dzīvību, ему показывают, что это вода, которая приносит жизнь, un viņam nomēra, kur viņam jābrien. и ему отмеряют и показывают, куда он должен идти. Bet viņu neatstāja līdz potītēm. Но его не оставляют по лодыжку, Viņu neatstāja līdz potītēm. его не оставляют по лодыжку, Viņu neatstāja līdz ceļiem. его не оставляют по колено, Viņu neatstāja līdz jostas и viedai. даже по пояс не оставляют. Viņu ieved tik tālu, ka viņam ir jāpeld. Его водят так далеко, что он должен плыть. Ja esat kādreiz peldējuši? Вы когда-то плавали вообще? Ja ir spēcīga straume, Если сильный напор или ķičiņa, течение, tad ir jāturās tikai virs ūdens. ты должен думать, как вообще наверху остаться на воде. Un straume tevi nes. И просто это течение тебя уносит. Amen. Straume tevi nes. Это течение тебя несет. Dieva plāns joprojām ir, ka tu esi pilns ar svēto garu. И Божий план до сих пор для того, чтобы ты был наполнен Духом Святым. Atslēga tam, lai Dievs tev varētu lietot ar gara dāvanām. И ключ к тому, что Бог мог использовать тебя в дарах Духа, Atslēga tam, lai tad, kad tevi lieto ar gara dāvanām, tu neko nesalaistu dēlī. и ключ к тому, когда ты будешь использован в этих дарах Бога, и чтобы ты ничего не запорол, Lai tavā dzīvē ir mīlestība. и чтобы в твоей жизни была любовь, Jo mīlestība mūsu sirdīs izliet ar svēto garu. потому что любовь, она изливается Духом Святым в наши сердца. Amen. Аминь. Tāpēc, draudze, Поэтому церковь, daži bradā, некоторые бродят, patiešām bradā. но они вот по натуре бродят вот так. Viņiem vairāk nevajag. Им больше не надо. Pietiek tik, cik ir. Хватит столько, сколько есть. Jo karstā laikā iebrist ūdenī vēsā. Perfekt. Потому что в жару, знаете, просто зайти немножко в воду, это же классно. Un var И paspēlēties. можно поиграться. Ir forši. Классно, правда? Ir pat tādi, kur bradā gumijas zābakos. Даже есть те, кто ходит по этой воде в резиновых сапогах. Un viltnieki man saka, Agri, tu mani dziļāk par jostas vietu neved, jo man ir makšķernieka zābaki. И кто-то говорит, слушай, Агрис, ты меня дальше не заведешь на глубину, потому что у меня, знаете, есть резиновые рыбацкие штаны. Jā. Un tad vēl droši vien kāds izdomāja, man ir tas
kostīms, zin, kā ūdens līdēja. А кто-то говорит, а у меня вот, знаете, гидрокостюм. O, гидрокостюм. Против Духа Святого никакой костюм не поможет. Pret Svēto garu nekāds kostīms nepalīdzēs. Un ja gadījumā tev ir kostīms, И если у тебя есть какой-то костюм сейчас одет, ļauj, lai tas kungs paņem nost. просто позволь, чтобы Господь снял с тебя это. Mums vajag peldēt. Мы должны плавать. Mums vajag peldēt. Нам нужно плавать. Ražģonnī peldēt bradāt nedrīkst, kā var pateikt. Рожденный плавать не может просто, знаете, бродить. Ražģonnī plāvāt nedrīkst bradāt. Рожденный плавать не может, да, Amen. бродить. Аминь. Tu esi radījis, lai tu būtu pilns ar svēto garu. Ты рожден, чтобы быть наполнен Духом Святым. Amen. Tu esi Аминь. atzimis no augšienes, Tu lai ražģen būtu pilns свыше. ar Dieva Чтобы garu. быть наполненным Духом Святым. Un ne tikai pilns, bet lai Dievs no sava gara varētu dot arī citiem caur tevi. Не просто тебя наполнить, но чтобы Дух Святой через тебя других наполнял. Jūs kā Kristus nemāku peldēt. Ты говоришь, Агрис, я не умею плавать. Iemācīsim. Научим. Nē, nu ne mēs. Ну не мы, Svētais gars tevi paņems. а Дух Святой возьмет тебя. Nerausties. Hops. Он будет, не рыпайся. Ша. Un tu peldi jau. И ты уже сможешь, поплыл. Jo tu esi radīts Потому peldēt. что ты рожден плыть. Tu esi radīts Ты peldēt. рожден плыть. Tu esi atzimis no Ты augšienes. рожден свыше. Tu nevari nepeldēt, Ты не можешь не плыть, jo svētais gars mājo tevī. потому что Дух Святой обитает внутри тебя. Tu esi plavučī, tu neesi grimstošs. То есть это спелд, nevis grimstošs. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Mēs pielūgsim Dievu, mīļie cilvēki. Давайте сейчас помолимся, дорогие друзья. Man nav koferis ar gara dāvanām У līdzi. меня сейчас нет, я забыл свой чемодан со всеми дарами.